Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112», в студии Матвей Опросин. И сегодня мы расскажем, как нетрезвый мужчина за рулем угнанного внедорожника сбил автоинспектора. Да я не опасный, я не опасный. За скрывающимся УАЗиком гнались с улицы Липатова до Читаева. Затопили баню и сожгли весь дом. Крупный пожар на улице 2-я Тракторная. А также объявил себя новым владельцем чужого транспортного средства. Надо на замок, наверное, стоять. Я подумал, ничейный просто забрал. Мужчину задержали за кражу велосипеда. Это и не только. Прямо сейчас. Нетрезвый мужчина на чужом внедорожнике сбил автоинспектора, который на улице Липатова пытался остановить автомобиль. После наезда водитель только увеличил скорость, пытаясь уйти от погони. Его остановили на улице Читаева. Нафиса Минязова узнала о состоянии здоровья сбитого автоинспектора и спросила водителя, что заставило его сесть за руль сильно нетрезвым. Очевидцев погони было множество. За УАЗом автоинспекторы гнались от улицы Липатовой, задержали его лишь на улице Читаева. Чтобы дальше не убежал, на него надели наручники. Да я не опасный, я не опасный. Выяснилось, что нетрезвый мужчина забрал у своего товарища внедорожник и решил покататься. В Дербышках сотрудники ГИБДД заметили виляющий из стороны в сторону автомобиль и решили его остановить, чтобы проверить водителя. Однако последний только увеличил скорость и сбил автоинспектора. Я видел, я левой стороной ушиб. Он улетел, там, может, метров на 20-30 в сторону. Матери его очень сочувствую, соболезную. Я просто, если бы он умер, я не знаю, я не смог посмотреть ее же матери в глаза. Полицейского госпитализировали. Медики диагностировали у него травму ноги, сотрясение головного мозга и множество гематом. Тем временем задержанный рассказал, какой был у него повод выпить. А поводом, чтобы выпить, что стало? Праздник или... День ВДВ, что? Что-то вроде не сегодня. Позавчера был. То, что водитель выпил, видно было невооруженным взглядом. Да он и сам этого не отрицал и пытался скрыться от автоинспекторов, говорит, только из-за этого. Однако, чтобы все же документально зафиксировать состояние водителя, полицейским пришлось вооружиться алкотестером. Дуйте. Все, стоп. Сколько я водки сегодня выпил, что покажу? Сюда сразу показывайте. Сколько стаканов? 555 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха. Решив прокатиться с ветерком на автомобиле своего товарища, мужчина не только повредил машину, разворачиваясь через трамвайные пути, но и заработал как минимум 3 статьи. За езду в нетрезвом виде, угон автомобиля, а также наезд на инспектора ГИБДД. В итоге на 33-летнего водителя, жителя Новошишминского района, составили сразу несколько административных протоколов за езду в пьяном виде, отсутствие водительского удостоверения. Ответить ему предстоит за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, неподчинение полиции, отсутствие страховки. Вероятно, на него возбудят и уголовное дело за рецидив. В июле 2016-го его лишили прав на 100 месяцев. До ноября 2024 года также за нетрезвую езду. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Лада Гранта и Ауди столкнулись на Танковом кольце. После касания отечественный автомобиль развернуло на 180 градусов. В происшествии никто не пострадал. Оба участника аварии решили отправиться в центр оформления ДТП. Infiniti и арендованный Hyundai Creta столкнулись поздним вечером на улице Тулпар. Водитель каршеринговой машины, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра, и хотя набрать высокую скорость на этом участке довольно проблематично, обе машины получили достаточно серьезные механические повреждения. Пострадали и люди. Вероника Гайнутдинова продолжит. После столкновения на место происшествия приехала карета скорой помощи. Медики осмотрели автоледи, сидевшую за рулем «Инфинити». У 28-летней девушки врачи диагностировали ушиб грудной клетки. От более серьезных травм ее уберегли подушки безопасности. Переломов нет, ничего. По предварительным данным, аварию спровоцировал 22-летний водитель арендованного автомобиля. Hyundai, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил «Инфинити». Дорогая иномарка двигалась по улице Тулпар и имела приоритет в движении. А вы виноваты, да? Точный материальный ущерб еще только предстоит подсчитать. Вероника Гайнутдинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Двухэтажный жилой дом сгорел вечером на улице 2-я Тракторная. Возгорание началось с бани, которую хозяин жилища затопил вместе с братом. Оставив печь без присмотра на долгое время, оба даже не подозревали, что бани у них уже нет. О пожаре узнали, когда пламя перекинулось на дом с места происшествия. Айрат Назипов.
Частный двухэтажный дом загорелся около 5 часов вечера. К приезду пожарных огонь уже поглотил баню, уничтожил все на втором этаже дома и перекинулся на крышу строения. На момент пожара в доме находились хозяин жилища и его брат. Они затопили баню и оставили ее без присмотра на долгое время. Когда спохватились, было уже поздно. Перекалилось, да, слишком долго топили, пока ели в это время. Что-то там от трубы загорелась крыша пристроя банного. От пристроя пошло на второй, этот мансардный этаж. Оба брата успели покинуть горящее здание. В происшествии никто не пострадал. Пожарным удалось отстоять первый этаж дома, однако огонь добрался до верхней части строения. Как мы видим, пламя практически полностью уничтожило весь второй этаж. Чтобы восстановить дом, потребуется немало усилий и финансовых вложений. Для проживания дом сейчас непригоден. Айрат Назипов, Наиль Абдулин, вызов 112. Ну а в одном из домов на улице Гаврилова вспыхнула квартира на 7-м этаже. Дома в момент возгорания никого не было. Запах гари почувствовали соседи, они же и вызвали пожарных. О причинах и последствиях Нафиса Минязова. Все жильцы наверх побежали. Как рассказал старший по дому, большинство жителей этого подъезда – люди пожилые. Почуяв запах гари на 7-м этаже, они растерялись и поспешили не на улицу, а наоборот поднялись выше. Именно он их затем и вывел на свежий воздух. Первой тревогу забила женщина, живущая по соседству с горящей квартирой. Она вызвала пожарных и позвонила хозяйке. Мать хозяйки квартиры первой приехала на место возгорания. Она открыла дверь пожарным, чтобы они потушили пламя, и рассказала, что последним в квартире находился ее внук. Если бы еще немножко времени пошло бы, то мог бы газ с самотеком, газ уже, сколько есть давления, все бы горело. И вся квартира бы сгорела. Огонь охватил мебель и вещи на площади 2 квадратных метров. Старший по дому услышал от дознавателя предположительную причину пожара. Похоже, электроподжиг. В общем, вытяжка вот эта над плитой стояла, вот там весь ящик сгорел. Оттуда началось, и возгорание было там. Я так понял, но еще экспертиза будет. Однако точную причину еще только предстоит установить. Нафиса Минязова, Наиль Абдулин, вызов 112. Ушел из дома и не вернулся. В Казани разыскивают 88-летнего богуславского Геннадия Зиновьевича. В последний раз его видели 24 мая в районе улиц Кирпичникова и Сибирский тракт. Он был одет в бежевую куртку, черные брюки и ботинки. Особые приметы: рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы седые, глаза карие. Мужчина страдает потерей памяти и с трудом ориентируется в городе. Всем, кто видел пропавшего, его родственники просят позвонить по телефонам, указанным на экране, либо обращаться в полицию. Ну а в Альметьевске мужчина увидел стоящий у магазина велосипед, решил, что средство передвижения бесхозно, раз рядом нет людей, и заявил на него свои права, просто забрав его себе. Но вышедшая из торговой точки настоящая владельца велосипеда с подобным переходом прав собственности была в корне не согласна, о чем и написала в заявлении в полицию. Подробности у Алии Хайрудиновой. Ранее не судим? Судим. Статьи какие? 158 кражи. Места лишения свободы 46-летнего мужчину от привычки брать чужое не избавили. Его задержали снова, на этот раз по подозрению в краже велосипеда в Альметьевске. Где вы его подобрали, этот велосипед? Он находился возле магазина «Мечта», крыльцо, а возле магазина как бы лестница такая на 2-й этаж. Не прикреплен никуда? Не, ничего, просто валялся. 42-летняя хозяйка двухколесного средства передвижения оставила его под крыльцом торговой точки на улице Ленина. О безопасности не побеспокоилась. Вскоре поняла, что зря. Сделать ее велосипед своим для мужчины труда не составило и времени много не заняло. Ущерб женщина оценила в 18 тысяч рублей. Именно за столько она покупала своего железного педального коня. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Сейчас правоохранители устанавливают причастность подозреваемого к другим аналогичным кражам в районе. Похищенное средство передвижения мужчина хранил у себя дома, на балконе. Хотел продать, не успел. Велосипед забрали, отдали хозяйке, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Алия Хайрудинова, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. В студии был Матвей Опросин. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.